Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Максим Эверстов, и здесь, на телеканале Якутия-24, в студии передача «Эрудит» встречает вас. Известно, что у нас в сознании есть в мозгу очень много разных нейросигналов, и сегодня ученые, в том числе Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук, установили, что есть дела, которые помогают нам лучше развивать мозг, лучше устанавливать вот эти нейросигналы. И это шахматы, это спорт, это изучение языков и путешествия. То есть, чтобы человек не стоял на месте, а развивался, ему достаточно много путешествовать, играть в шахматы с незнакомцами, говорить на их языке и читать книги. Я думаю, что это может позволить себе далеко не среднестатистический россиянин, а какой-нибудь миллионер. А нам с вами остается только смотреть передачу «Эрудит», читать книги и, может быть, мечтать, что когда-нибудь мы тоже сможем путешествовать в далекие страны и играть с незнакомцами в шахматы. Итак, у нас сегодня с вами полуфинал. Сражаются сильные игроки, которые уже одолели своих соперников, ответили на разные вопросы из разных категорий, и школьной программы, и за пределами нее. Сегодня вопросы будут сложнее, я их знаю и могу подтвердить, что действительно далеко не каждый студент или даже или какой-нибудь преподаватель может ответить. Что уж говорить о наших сегодняшних участниках, которые, я очень надеюсь, покажут максимальный свой результат. И глядя на их прошлую игру, кстати, смотрите наши передачи, если не смотрели, «Эрудит» прошлые, и следите за тем, как мы набираем все новых и сильных участников. Итак, давайте представим, наконец, кто у нас сегодня сражается за звание эрудита, кто сегодня оскалится в таком интеллектуальном оскале. Во-первых, это Анастасия Федорова, участница из 15-й школы, и Кюней Заблоцкая, которая представляет городскую классическую гимназию. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Готовы? Да. Проверим ваши звоночки. Да, если вы смотрели наши предыдущие выпуски, знаете, что это звук, не просто звоночек, это сигнал того, что участник готов ответить, что он услышал мой вопрос, что у него есть предположение, пусть даже и не совсем правильный ответ, но какое-то смелое предположение. Если же его ответ неверный, другой участник, его сегодняшний оппонент, попробует ответить, и мы узнаем, правильно или нет. В принципе, такие у нас правила, разные вопросы. Я посмотрел и могу сказать, что из разных категорий совершенно жизни, уже не школьные, уже не какие-то ваши предметные. Страшно? Да. Пожелайте друг другу удачи, пожмите руки. Сегодня вы конкуренты, оппоненты, но я надеюсь, что это не помешает вам и потом после передачи держать связь, болеть друг за друга, потому что одна из вас отправляется затем сражаться за третье место с Никитой Ильичевым, а другая, в чем-то более сильная, может быть, отправляется в финал, где сразится с нашим другим финалистом, которого вы уже могли увидеть в нашей передаче, да, с Владиславом Лебедем из физико-технического лицея. Итак, мы начинаем, но прежде всего, конечно же, мы должны назвать, кто позволил нам все это делать, что за спонсоры помогают нам, Якутии-24, и хотят помочь и юным умам, которые стремятся уже в будущее. Во-первых, это компания Ростелеком, которая предоставила главный приз, годовую подписку на сервис Ростелеком Лицей. Я думаю, что для всех, кто пользуется контентом, это полезно. Девочки и мальчики, которые сражаются и видят свою цель, все-таки мотивированы больше, чем те, которые просто приходят и здесь со мной в студии слушают мою болтовню, сами отвечают и волнуются. Волнение убираем, видим приз и идем к цели. Второй спонсор – это Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кирилловича Амосова, который предоставляет такой приз, как квота на обучение, на дополнительное образование по программе, на выбор. Классный приз, я думаю, что и я сам бы хотел такой приз получить. Квота на дополнительное обучение, всегда нужно обучаться. Я лично учился 10 лет, и все 10 лет я получал стипендию. Специалитет, магистратура, аспирантура, я прошел все круги ада. Так что я считаю, что любой из тех, кто сегодня победит, достоин идти по этим же кругам. Я им не соперник, если я стану рядом с ними, я боюсь, что проиграю. Поэтому я всего лишь здесь, на своем скромном месте ведущего. Поехали? Да. Поехали. Предлагаю начать с разминки. Быстрые, короткие вопросы. Нажимаем на звоночек, отвечаем. Если что, я думаю, что большинство вопросов найдет свой ответ. И девочкам я, конечно, желаю удачи. Первое. Его можно съесть и намазать на сапог. Масло? Ну нет. Снег? На сапог. Давайте я даю подсказку.
Торт, представьте себе. Крем? Крем, конечно, крем для обуви и какой-нибудь кремовый торт. Засчитываем крем, конечно, засчитываем. Какой по порядку к Солнцу стоит планета Земля? Третий. Молодец. Музыкальный жанр, особенно любимый военными. Марш. Да. Есть он такой скрипичный, замочный, Ключ. водяной. Я даже не успеваю закончить, да Кюнейр рвется вперед. Я думаю, Настя только копит силы, дает фору. Общее между деревом, книгой и венгерской музыкой. Ну, у тебя был вариант, пробуй. Между деревом, книгой и венгерской музыкой. Это слово. Бумага. Нет, по-другому. Я не знаю. Лист. Лист, да, лист, мы засчитаем. Кюней. Итак, он сделал первый летательный аппарат, и он отец первого летчика. Вспоминаем мифы древнегреческие. Ой. Икар полетел. А кто ему сделал крылья? Карлсон. Кто? Карлсон? Нет, Нет. полетел Икар, а его отца звали Дедал. Существо, которое не испытывает проблем на скачках, потому что одновременно и лошадь, и человек. Кенгуру. Кенгуру? Нет. Человек Человек-лошадь. сверху, внизу лошадь. А, это мифы, да? Ну да, что это за существо? Минотавр. Нет, Минотавр нет, это сверху бык, внизу бык, человек. Вы что? Нет, я помню. Известные Сейчас. скачут, сверху человек, мускулы, Да, да. часто используют лук. Кентавр. Да, Кентавр, да. Кентавр, засчитаем. Да. Это геометрическая фигура, переводится с древнегреческого как бубен. Этот полумесяц или Нет, Нет. нет. Есть такая фигура геометрическая, 4 буквы, и она переводится с древнегреческого... Круг? А? Круг? Нет, Нет. бубен. А, бубен. Ой. М, Треугольник. Нет, я Угол. показываю, где это треугольник. Ромб? Ромб. Видимо, по геометрии у девочек какие оценки? Ой. Ну, Четверки. Скажем, 4. что четверки, да? По взгляду Насти понимаю, что там иногда проскальзывают тройки, но четверки, допустим. Такая легкая разминочка, немножко размялись, звоночки проверили, Настя дала фору, будем надеяться, Кюней вырвалась вперед, молодцы. Интересный факт, сумма всех чисел от единицы до сотни будет 5050. То есть прямо если сидеть и складывать, получится 5050. Я не знаю, кому это нужно, и кто сидел, это складывал, но получилось красиво 50-50. Идем дальше. Вторая комбинация вопросов. Отрезок, соединяющий точку окружности с центром. Луч. Нет. Из геометрии. Точку с центром. Точку окружности с центром. Да, сейчас. Ну не хорда же. Нет. 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 Я могу ответить? Да. Радиус? Да. Радиус. Радиус. Сумма длин всех сторон многоугольника. Сумма минус 2. Ну, как бы. Нет, нет. Одно слово. Периметр? Да, периметр. Ой. Как называется знак корня? Вот этот. У А. него название есть. У него название есть. Ага. На ту же букву, что и предыдущий вопрос. Не предыдущий, а предыдущий. Да. Подсказывают мне в ухо. Как собака делает, какой звук? Вот на эту букву. Не знаю. Загрузил, да, я их загрузил. Это был радикал. Это был радикал. Сумма углов квадрата? А в квадрате. Сумма углов квадрата. А на 4. Нет. Цифра. Сумма углов Число. квадрата. Да. Сумма углов. 360. Да, да. Так, вторая степень числа. Вторая. Есть третья, есть больше. Ну, вторая. Квадрат. 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 Обе. Ну, Кюней, да, каждый дадим просто. Итак, интересный факт. Пока девочки тут пытаются понять, что вообще происходит в их голове. Интересный факт. Возраст нашей Солнечной системы, а попробуйте отгадать. Ну, это будет как просто такой вопрос. Сколько лет нашей Солнечной системе? Примерно. Примерно около 30 миллионов вроде. Это, Или нет, 3 миллиарда.
Ну, у тебя скачок большой. Нет, 30 миллионов. Я бы сказал, да, с маленькой пельмешки до огромного КамАЗа, набитого пельменями. В Да? Солнечной системе? Да. Ну, не больше миллиарда, я думаю. нет. Думаешь? 3. 4,5 миллиарда лет. Ну вот А. 4. То есть значительно больше, чем мы с вами можем представить, да? Сейчас будут легкие вопросы, не в математике. Расслабьтесь, немножко выдохните. Поехали. Как назывался космический корабль Юрия Гагарина? Восток-1. Да, Восток. Восток-1. Засчитываем Восток. Как называется явление, когда все планеты Солнечной системы выстраиваются в одну линию? Планетный парад или... Парад планет. Мы Планетный засчитываем. парад. Интересно, ты инверсию используешь? Планетный парад, да? Его больше не называют планетой. Плутон. Молодец, молодец. Так, вопрос длинный, слушайте. Окей. Некий бизнесмен захотел перевезти в Японию 10 тысяч дорогих кроссовок. Но тогда был закон, что такие кроссовки можно было перевозить только через большую пошлину, и он потерял бы много денег. Подумайте и скажите, как этот бизнесмен все-таки перевез 10 тысяч кроссовок, при этом заплатил очень небольшие деньги. Через воду? Плыл с ними? Да. Нет? Нет. 10 тысяч кроссовок? Как он их надел? Надел? 5 тысяч на одну ногу, 5 тысяч на другую. Нет, в корабле. В корабле плыл, но все равно была бы пошлина. Япония А в Японию как раз на корабле и попадают. Так что плыл нет. Нет. Я думаю, что здесь можете порассуждать вслух. По почте отправил? Нет. Засунул в коробку? Да, 10 тысяч? по почте Нет. отправил. Нет, нет, нет. Ну, наверное, на людей я делал. Нет, это вряд ли. Пешком? Ну, типа. Но он их отправил как-то, но Он их отправил. как он обошел закон, что нельзя возить в страну кроссовки, не заплатив пошлину? Он как-то обошел этот закон. Ну, наверное, у него маленькие кроссовки были. Типа брелки. Для лилипутов? Ну, типа. Нет. Может, нет. он их разделил с людьми? Да, и мы отправил их? засчитываем этот ответ. Он сначала разделил. отправил правые кроссовки, левые кроссовки. Ага. Там их никто не выкупил, с него налог не взяли, и их выставили на продажу как неликвид. И он их пришел и купил буквально за копейки. Правые, отдельно левые, и на этом разбогател. Хорошо, мы видим, что в Насте дремлет бизнесмен. Возможно, она сейчас увидела какую-то бизнес-линию. Как она будет в школу поставлять. Сначала, да, разделить что-то на правую половину булочки с джемом, левую половину булочки с джемом, а там будет продавать полную. Итак, сложный вопрос. 3-литровый сосуд полностью заполнен 3 литрами воды. Вам необходимо за 2 переливания заполнить 2 пустых сосуда, один из которых 1 литр, другой 2 литра. И при этом сделать так, чтобы в каждой бутылке был литр воды. Это скорее логический вопрос, чем математический. Ну, сначала, как бы, взять с литровую, ну, как бы сказать, литровую, ну, короче, литровую взять, зачерпнуть литр, перелить в нее сначала литр, потом перелить в 2, потом соединить. Каждую бутылку можно использовать только 1 раз. А может 2 взять, литра сначала взять. Подожди, твой ответ мы услышали. Окей, Ага. хорошо. если взять 2 трубочки Так. и с 2 сторон их вставить в одну бутылку, и Трубочек нет потом задачи. эти концы, Трубочек нет задачи. Взять 2-литровую, перелить в 1-литровую, и в 2 литрах, и в 3 литрах останется по 1 литру, и в одной тоже. Да. Мы переливаем с 3-литровой в 2-литровую, из 2-литровой в 1-литровую, Литровую. и получается По везде литру. 1 литр. Да. Но Настя, как бизнесмен, уже трубочки какие-то увидела, уже там какой-то перегонный аппарат придумала, да, по изготовлению газировки. Но у нас вот такая задача. Хорошо. Более легкий вопрос, но тоже нужно включить логику. Как брошенное куриное яйцо может пролететь 3 метра и не разбиться? Да. упасть на что-то мягкое. Нет. Слишком просто, да. Посложнее чуть-чуть. Как вот у вас яйцо. Вы его бросаете не на мягкое, а вот, например, в ту стену я бросаю вот так. И как? Вареное? Чтобы другой Нет. поймал? А? Чтобы другой поймал? Так оно сломается тогда. Ну да. А ответ проще, он на поверхности буквально лежит. Представим, Настя, вот ты кидаешь яйцо, скажем, далеко. А как надо его кинуть, чтобы в 3 метра оно не разбилось? Замотать во что-то?
Кинуть дальше? Кинуть дальше просто, а не на 3 метра. Если ты кинешь на 5, она на 5 месте на 5 метре разобьется, а 3 на метра третьем полетит. нет. Да. Такая вот безумная загадка. Итак, прежде чем мы увидим видеовопрос интересный от одной писательницы, хотелось бы узнать у наших участниц, как они чувствуют себя после всех вопросов. Кюней, какой самый сложный вопрос был? Ну, самый сложный вопрос был, наверное, про, я бы не сказала, что они прям сложные. Математический, наверное. Просто если бы знала. Если бы мы знали ответ, если бы мы все знали вопросы ответ. были бы легкими. Хорош. Настя, Я немного в шоке. от чего? Но если сравнивать с первым этапом и с этим, то там намного проще были вопросы. Ну, так ты Сейчас еще прорвалась дальше, вперед, я да. пока не знаю. Но математические вопросы показались тебе сложными? Или Нет, про яйцо математические, и наоборот, кроссовки? легче. Легче были? Да. То есть про кроссовки, Я просто, про яйцо? если бы я подумала про математические, я бы на все ответила. Пора, Настя, думать, мне кажется. Да. Пора думать. Ты на передаче «Эрудит», куда ты прорвалась, победив в думании предыдущего своего соперника на предыдущей передаче. А у нас видеовопрос. Внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Тихонова. Я писательница в жанре хоррор. И мой вопрос звучит следующим образом. В пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет» есть такие строчки. «Бедный Йорик». Я знала его Горацио. Это был человек с бесконечным юмором и дивной фантазией. Скажите, пожалуйста, какое было придворное звание у Йорика? Спасибо за внимание. Такой у нас сегодня вопрос. Гамлет читали? Нет. Пока нет. Но давайте подумаем. В вопросе была подсказка. Представляем себе королевский двор. Да? Вот этот Йорик умер, но как-то его писательница охарактеризовала. Какое может быть звание у этого Йорика? Пробуем. Бедный Йорик, Да. что-то там. Что-то там. Все еще не включила пока память Настя. Мы ждем, пока она это сделает. Бедный Йорик. Бедный Кем он Йорик. может быть? Он взял, умер. Взял и умер? Просто легко? Нет, Там как-то его характеризовали. характеризовали. Он как-то умер. Нас это не волнует. Нас волнует, кто он был. Пробуем. Королевский двор. При всяком королевском дворе нужен... Охранник. Не знаю. Он дворецким был? Нет. Нужен... царь, король. Отлично. Нет, конечно, это не он. Бедный Йорик, так бы его не назвали. Его назвали бы Йорик первый, как-нибудь Ну так. да. Бедный Йорик. Бедный. Может, собака какая-нибудь, Нет, которая это был- охраняет. подсказка, это был человеческий череп. Он лежал у Катерины вот на столе. Это был не сам Йорик, конечно, но... Представляем, вот вы королевы. Мгм. Вам нужен при дворе... Сын, не знаю. Им нужен при дворе сын. Отличный план. Но вам Помощник. ском скучно. Помощник. Помощник. Шут. Так это шут! Мы А, засчитаем шут, да. Йорик был скоморохом, то есть шутом. скоморох. Но, скоморохи, да. возможно, для девочки больше видят помощника как сына, вот, собаку и дворецкого. Возможно, сын у них синхронно и шут, да, я так понимаю. Хорошо, идем дальше, вопросы. Сразу же далеко не будем отходить, вопросы из литературы, близкой мне. Какую героиню художественного произведения мать упрекала в том, что вот ты до сих пор не родила в 13 лет? Что это за произведение и что за героиня? Очень известное произведение. Больше скажу, что как-то вот оно связано с предыдущим вопросом. Ромео и Джульетта. Да, Ой. Джульетте мама говорила, ты что, до сих пор не родила в 13? Мгм. Я тебя в 13 уже родила. Так что мы можем представить, во сколько забеременела мать Джульетты. Это можно вырезать, да? Так, хорошо. Кто, согласно древней загадке, утром ходит на 4 ногах, днем на 2, а вечером на 3? Не верю, что вы ее ни разу не слышали. Популярная загадка. Ее сфинкс загадывал. Утром на 4, днем на Да. 2. Вечером. Человек, ну, Человек. время. Человек. Ну да, Потому что в младенчестве вы ползаете, потом вы ходите на на 2, двух ногах. а когда И вы тросточкой. старый, да, вы тросточкой, да. Мгм. Вот. Но эта загадка часто встречается в литературе, теперь вы ее будете знать. Итак, ее можно снимать, ломать, хватать в охапку, ей можно закидать,
Она обладает странной способностью воспламеняться на том, кто участвует в краже. Без нее не обойтись в обычной жизни в прошлом. Часть стиля. Сумка. Нет. Обязательная часть стиля в 19 веке, например, и в 18. Шляпа. Да, шапка. шляпа. Шапку можно снять, можно ломать, то есть это не в прямом смысле. Ну да. Можно шапками закидать, А. и она горит на том, кто вор. Есть же такая. Наворуешь, шапка горит. А. Да. Я Да, так, да, да. когда перед студентами преподаю, я задаю какой-то вопрос, делаю шаг, и студент начинает что-то прятать. И я понимаю, что он списывает, наворуешь, шапка горит. Итак, интересный факт. Длина всех ваших кровеносных сосудов 96 тысяч километров. Это очень много. Я думаю, что во мне столько, наверное, нет. Наверное, в некоторых людях столько. Я, может быть, километр 2-3 уже растерял в своей жизни. Поехали. Блиц, много вопросов. Готовьтесь, держите руку возле колокольчика. Какое животное обладает самым громким голосом на планете Земля? Ученые установили. Может быть... Жираф. Нет, нет. Крокодил? Крокодил, типа? да. крокодил. Оказывается, у него Крокодил? самый громкий А, да? голос, Круто. Вот такой век живи, век учись. Будем знать, что это не только ботинки и сумка, да, но и самый громкий голос. Так, где у кузнечика ухо? У них уши, где вот эти вот торчат. Как они Ну, называются? хотя бы рядом скажи, что я понял, о чем. Ну, Антенки. антенки, да. На антеннах? Нет. Не на нет, антеннах, Нет, Так. нет, нет, нет. уши. Я же помню, у них У где-то них уши. нет ушей? Мимо. Ну, вы даете, Есть позорницы. уши у них. У них На уши глазах, на может? ногах. На ногах. А, на Ну, ногах. какие антенки, Какие Настя? антенки? Ты сейчас скажи, что это одно и то же. Я называю это антеннами. Правая антенна и левая антенна. Хорошо. Так, какие ноги у жирафа длиннее, передние или задние? Передние. Нет. Задние. Нет, А у них одинаково. одинаковые. Позорники. У вас что, правая нога будет длиннее, чем левая, что ли? Всегда. Точнее, Ну, у правильно меня сказать, правая нога антенна, длиннее. да, Настя, и левая антенна? Какие звери умеют летать? Летучие мыши. Ну, летучие мыши, ну, конечно, летучие мыши. Настя такая, я не боюсь, я их ем. Так, пользу или вред приносит человеку зимой барсук? Пользу. Нет. Почему? У нас вообще не есть. Говори. Нет? Нет. Что нет? Нет, не приносит. Что, вред приносит? Нет, наоборот, пользу, наверное. Пользу тоже? Нет, ой, Нет. бред. Все, Ладно, все. он ничего не приносит, Он не- потому что зимой он спит. Как называется явление природы, когда Луна находится между Солнцем и Землей? В смысле, солнечное затмение? Да, в смысле добавила ты, как будто так легко. Так, а про бурсака она не может вспомнить. Так, чем угощала Золушка своих сестер на балу? Вспоминаем сказку Золушка. Знаете такую сказку? Знаю. Чем она их угощала? Чем-то она их угощала. Сразу говорю, не шашлыком, не шаурмой и не дошираком. Одна попытка. Сейчас ты Тыквой узнаешь. может. А? Тыквой. Нет. Тыква это овощ. Овощ. Давай, кинуй. Чем она их угощала? Интуиция, что подсказывает тебе? Доверься интуиции. Яблоко. Нет, это были апельсины. А, ну вот, ну блин. Что, ну вот? Ты скажи, я имела в виду это. Говоришь яблоко, думаешь апельсин. Я подумала. Говоришь ноги, имеешь в виду антенны, да? Мы уже сегодня поняли, что у вас с логикой все в порядке. Надо было передачу назвать «Логика», а не «Эрудит». Легкое и простое сооружение, в котором живут индейцы. А, нет, этот. Не изо льда, не иглу. Нет, не иглу, конечно. Ну, Они давай. там. Есть? Не знаю. 4, 3, 2, 1. Ну, не варган же. Нет, Ну вот. вигвам. Вигвам. Рядом крутилось. Варган, юрта, что-то среднее между ними, видимо, да? Когда вы ходите в театр, у нас есть всего 3 драматических жанра. Трагедия, драма и... Мелодрама. Мелодрама. Нет, 3 классических Роман. жанра. В театре какой роман? А, Трагедия, драма и... Не пугайте меня. комедия. Комедия. А, ну, блин. Конечно, комедия. Что кричал попугай Флинта? Сидел у него, помните, «Остров сокровищ»? Он выкрикивал название денег. Это, но они Денег? похожи на название цветов. Какие деньги есть? Нет? Нет. Известные цветы. Пиастры. пропускаем. пиастры. Хорошо. Вот то, что я сейчас сделал, как это называется? Едкая, язвительная насмешка. Как назвать одним словом?
Сарказм. Молодец, сарказм. Так, идем дальше. Во многих сказках это большой дом, где много живут животных в России. Такая русская сказка, где много животных живет. Избушка? Нет. Терем? Терем, теремок. Хорошо. Идем дальше. В басне Крылова он до сих пор находится там. Говорится, а он и ныне там. Вспоминаем. Этот. Например, это в басне... Очень много таких концов. Лебедь, Сыр? А? Сыр? Нет. Нет. Лебедь, рак и щука. Мгм. Щука лебедь. тянет в воду, лебедь в небо, рак назад, а он и ныне там. 3, 2, 1. Ну, повозка типа. Ну, засчитаем. Воз. Воз. Повозка. Воз. Хорошо. Речь одного лица, обращенная к самому себе, либо другим героям. Монолог. Монолог. Хорошо, хорошо. Итак, наша передача сегодня подошла к концу. Я уже знаю, кто победил. Девочки сегодня дали огромное количество правильных и огромное количество неправильных ответов. Выпустили в воздух все свои антенны, так сказать, да? И мы сейчас уже наконец-то озвучим, кто на этой арене интеллекта сегодня дрался как лев, а кто немного уступил как тигр. Но прежде чем я это скажу, девочки, Кюней, насколько сложно было сегодня сражаться? Сложно было. Ну, оно, в принципе, так же, как и в прошлый раз. Тебе интереснее было, чем в этот раз? Мне было очень интересно. Почему? сейчас. В чем? Какие-то вопросы были более подходящие? Ага. И как бы соперник был более на планку чуть выше. Чем ты? Да. Скромно сказала Кюней. Настя, как ты себя сегодня чувствуешь в этих вопросах? Не очень, если честно. Где-то не твоя категория, да, больше ты ожидала. Какой был самый сложный для тебя вопрос? Самый сложный? Да. Вот это вопрос, на который я знала ответ, Так, но я не вспомнила так, его. Это вот это- такие вот вопросы. Например, Например, про сказку, про Снежную королеву и про Кая? Снежную королеву. Я да, видел, ты прям например. что-то хочешь сказать, чтобы в глаз ему попала песчинка, но нет осколок. Итак, интрига, барабанная дробь. Прежде чем я вот сейчас назову победительницу, я напоминаю, смотрите передачу «Эрудит», чтобы узнать, кто же прошел в финал, кто получает призы от Ростелекома и Северо-Восточного федерального университета. Девочки, дальше мы с ними не прощаемся. Одна из них идет сражаться за 3-е место, другая проходит в финал. И сегодня с небольшим отрывом у нас побеждает Кюней. Ура! Пожмите друг другу руки. Молодцы, сражались очень сильно. А с вами был Максим Эверстов. Здесь в студии Якутия-24. Передача «Эрудит». Читайте книги, играйте в шахматы, любите жизнь. Увидимся, когда увидимся.